С чем связана такая разница в динамике? Почему по одним направлениям мы видим падение, а по другим, наоборот, рост? Об этом поговорим с директором Центра политических исследований Айдаром Амрибаевым. Приветствую вас, Айдар. Скажите, пожалуйста, с чем связано снижение товарооборота Казахстана с рядом стран ШОС, в частности? Мы говорим про Узбекистан, Кыргызстан, Иран и Пакистан, при том, что с Россией и Индией, наоборот, наблюдается рост. Здравствуйте. Ну, если честно, я вообще не макроэкономист нисколько. И больше могу говорить только о политических рисках. И вот в этой связи, конечно, мы сейчас вот вообще в международных отношениях находимся в достаточно такой турбулентной ситуации. И вы знаете, что вот, например, руководство Соединенных Штатов Америки, президент Дональд Трамп, он вводил санкции в отношении целого ряда стран. То есть вот, в принципе, как бы это такая, знаете, сейчас новая нормальность, да, международных отношений и мировой экономики в частности тоже. То есть вот, в принципе, каждая страна-участник, с моей точки зрения, она вводит свои определенные, так сказать, принимает какие-то решения для того, чтобы избежать санкционного режима и каким-то образом диверсифицировать свои торговые, так сказать, потоки. В этом плане, так сказать, это сколько не возбраняется, и это вполне, так сказать, соответствует вот текущему такому режиму мировой экономики. Поэтому здесь, конечно, мы тоже должны, в общем-то, принимать соответствующие меры и не ориентироваться только на одни, так сказать, ориентиры, экономические ориентиры и своих давних там партнеров, но все время искать какие-то новые возможности, новые варианты, как компенсировать те или иные издержки, которые происходят в связи с такой мировой экономической турбулентностью. Айдар, скажите, а вот все-таки, если мы говорим про новые возможности, то что вы видите для расширения торговли Казахстана с другими странами ШОС, с Индией, Ираном, Пакистаном? И, возможно, какие шаги могут предпринять наши компании и государства, чтобы диверсифицировать экспорт? Ну, с моей точки зрения, вообще участие вот в региональном экономическом распределении труда, оно возможно увеличением вообще возможностей нашего общего рынка. Да? Я имею в виду рынок Центральной Азии. Вот сегодня, например, скажем, более 80 миллионов человек проживают в Центральной Азии. И если это будет интегрированный рынок с едиными тарифами, с едиными транспортно-логистическими, так сказать, коридорами, возможностями и, скажем, производствами, которые подпирают друг друга, то, конечно, емкость нашего рынка, она увеличится, и возможности увеличения торгового оборота с такими крупными рынками, как индийский рынок или там, предположим, иранский рынок, они тоже, соответственно, будут увеличены. Вот. Ну, сегодня мы наблюдаем, еще раз хочу сказать, находимся в состоянии такой мировой экономической турбулентности, где нужно каждый день, каждый час искать новые возможности и работать над этим направлением. Спасибо большое. С нами на связи был директор Центра политических исследований Айдар Амрибаев. Мы продолжим.